Спектакль «Рождество в доме Купьело» по одноименной пьесе итальянского комедиографа Эдуардо де Филиппо больше напоминает рождественскую сказку, притчу, в меру трогательную, в меру смешную. Который час? Я же сказала, уже 9. О, если 9, то спать больше нельзя. Надо работать. Сюжет пьесы повествует о нескольких днях из жизни простой итальянской семьи. Глава семьи, сеньор Купьело, большой ребенок. Не будучи в силах установить мир в своей семье, он отгораживается от нее тем, что мастерит игрушки. Все его время и силы уходят на это. Остальные члены семьи не просто не разделяют его увлечения, оно их даже раздражает. Все равно не нравится. У каждого героя пьесы свой характер, который мастерски воплотили актеры. Жена постоянно ворчит на Купьело. Сын, избалованный подросток, оказывается еще и воришкой. Брату негде жить, кроме дома Купьело, и он не дает покоя всей семье. А дочь и вовсе собирается бросить мужа и сбежать с возлюбленным. Зачем тебе что-то знать? Занимаешься своей игрушкой? Занимайся! Занимайся игрушкой. Но если случится беда, ко мне не обращайтесь. Я занимаюсь игрушкой. Спектакль был проникнут любовью и сочувствием к людям. Герои пьесы сумели, несмотря на все тяготы жизни, сохранить доброжелательность к друг другу и умение прощать. Актеры передают ощущение одиночества своих героев. Одинокий брат Луки Паскуалино. Кажется, он не должен был вызывать симпатии зрителей. Опустившийся человек, подозревающий всех в воровстве и сам нечистый на руку. Но актеру удалось передать в его характере что-то детское и наивное. Зрителей трогает его вера в силу рождественских пожеланий в сцене, где Паскуалино просит, чтобы ему пожелали не 65, а 100 лет жизни. Одна из главных и сложных ролей, роль жены и матери Донны Кунчи, принадлежит Анне Герюгян. По словам актрисы, роль ей далась непросто. Возможно, из-за того, что очень сопереживала своей героине. Я была, конечно, очень удивлена изначально, когда мне дали эту роль, потому что в таком амплуа я никогда не работала, и мне было очень интересно. И работа была сложная для меня, но с каждым днем я влюблялась в этого персонажа, в эту Кунчу, эту добрую, милую женщину, немножко ворчливую и пытающуюся как-то собрать всех вокруг себя. И иногда у нее это получалось, иногда не очень. Сама работа была очень интересна, и если бы мне предложили бы еще раз, да, вот окунуться вот в этот весь процесс именно, да, я не задумываясь это сделала. Постановщик премьерного спектакля «Рождество в доме Купьело», российский режиссер Андрей Тимошенко, отметил, что над спектаклем еще предстоит поработать. Режиссер признался, что хочет, чтобы спектакль получил долгую жизнь на этой сцене. Я вообще работой доволен. А после превью есть замечания, которые я должен сейчас сказать артистам. Я доволен, что есть вот определенный этап работы, который мы выполнили. Я думаю, что честно и достойно мы прошли этот этап. Спасибо театру, дирекции, всем службам, актерам. А дальше театр спектакль продолжает жить своей жизнью и улучшаться с каждым прогоном, с каждым показом. Несмотря на критику автора постановки, зрителям спектакль понравился. Кто-то отмечал игру отдельного актера, кому-то особенно понравились декорации. Очень хорошее впечатление, хорошие костюмы, прекрасные, знаете, такое вот все. Концовка вообще это как взятие Зимнего дворца. Этот снег, знаете, мы вернулись в детство. Это так здорово. Просто вот я много лет хожу сюда, но вот этот снег, это было что-то. Артисты молодцы, все сделали так душевно, красиво. По-моему, всем понравилось, не только мне одной. Нам очень понравилось. Побольше бы таких спектаклей. Мы с удовольствием посмотрели, и понравился спектакль «Зять». Хорошо играл, и мне очень понравилась их стенка, где они дерутся, прямо как будто в жизни. Все мне очень понравилось. Всех героев пьесы в конце сплотило горе. Когда заболел отец Лука Купьело, родные собираются у его постели. Позади ссоры и ругань. И даже избалованный сын стоит у изголовья умирающего отца, притихший и задумавшийся.
Спектакль заканчивается сценой, где вокруг отца, которому все же удалось избежать смерти, собрались родные и соседи. А рождественская песня и снег в этот момент стали кульминационной частью всей постановки. Зрители провожали выступления актеров долгими аплодисментами, многие со слезами на глазах. Сария Смыр, Саид Айба, Абхазское телевидение.